Что это за болезнь такая? Туберкулез. Что мы должны о ней знать? Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И главный внештатный фтизиатр Минздрава Чеченской Республики, заместитель главного врача Республиканского центра фтизиопульмонологии Зарема Хайдарханова. Маршал Владимирович. Надеюсь, я вот правильно произнес? Да, правильно произнес. Вот, слава Аллаху. И сразу перейдем к нашему разговору, к нашим вопросам. А действительно, Зарема, туберкулез пока не побежден. Как бы это ни звучало, как бы это ни слышалось. Несмотря на то, что возбудитель заболевания открыли еще 140 лет тому назад. Болезнь остается мировой проблемой. Как бы там ни было. Вот действительно, а что это за болезнь такая? Туберкулез. Вот насколько она опасна сейчас? И что мы должны знать в наши дни об этой болезни? Прошу. Ну, туберкулез – это инфекционное заболевание, как вы сказали, которое передается воздушно-капельным путем от больного человека здоровому. Туберкулез является в наше время действительно тяжелым инфекционным заболеванием, но на ранних стадиях туберкулез излечим. Раньше считалось, что туберкулез неизлечимое заболевание, и что им болеют только социально неблагополучные люди. Но в данное время мы видим, что это заболевание излечимо, и болеют им не только социально неблагополучные люди, могут болеть все слои населения. Заболеть может каждый. Сегодня туберкулез – это не приговор? Нет, это не приговор. И близко не приговор? Нет, не приговор. Я вас правильно понял? Вы правильно меня поняли. Вот, а тогда что сегодня происходит с туберкулезом? Число случаев заболевания растет или снижается? Ну, за последние 10 лет, даже начиная с 2000 года, я скажу, заболеваемость туберкулезом снижается планомерно. Показатели в нашей республике снизились более чем в 5 раз. Заболеваемость на сегодняшний день составляет 22,3 на 100 тысяч населения. Если в абсолютных числах говорить, то у нас за прошлый год, за 2022 год, заболело туберкулезом 331 человек. Это много, мало, если соотношение делать? Вы понимаете. Да, если сравнивать с Российской Федерацией, то у нас заболеваемость ниже, чем в Российской Федерации. В Российской Федерации заболеваемость составляет порядка 35-36 случаев на 100 тысяч населения. То есть у нас все под контролем. Да, можно так сказать? Можно так сказать, что все под контролем. Но это не значит, что мы должны успокаиваться. Естественно, мы не должны успокаиваться, потому что в основном болеют люди, чаще всего болеют этой болезнью мужчины. Это доказано, да. Вот тут уже открытие, действительно. Прошу, прошу. И это заболевание, наверное, почему чаще болеют мужчины? Потому что у мужчин вредные привычки, такие как курение, наркомания, алкоголизм. Вот, это способствует? Это способствует заболеванию туберкулезом. А как люди обычно заражаются туберкулезом? Как распространяется эта туберкулезная инфекция? Где это происходит? Чаще всего заражение происходит от человека, больного туберкулезом, с открытой формой. В основном? В основном, да. При кашле, чихании, разговоре. При пении даже может капельки мокроты и слюны попадают на стол, на предметы домашнего на руки, обихода на даже. лицо, Да. на все что угодно. И поэтому заболеть может каждый, потому что это заболевание передается воздушно-капельным путем. И, не только мужчины. Да, болеть. Ну, хотя, вы знаете, в 2021 году у нас в нашей республике заболело женщин больше, чем мужчин. Вот видите? Да, ну, там разница была в несколько человек, но тем не менее это было так. А да. как выявляют туберкулез? Какие симптомы? Когда необходимо обращаться срочно к врачу? Или нет такого понятия срочно, надо сразу обращаться? Если есть какие-то симптомы, допустим, кашель более 3 недель, повышение температуры тела, слабость, быстрая утомляемость, ночная потливость, потеря в весе, плохой аппетит. Все эти симптомы, таких патогномоничных симптомов для туберкулеза нету, эти все симптомы могут быть и при других заболеваниях. Но для того, чтобы выяснить, какое это заболевание, нужно обратиться к врачу, который назначит дообследование и выяснит причину, что это за болезнь и причину не думать заболевания. о том, что это грипп, какой-то Нет, насморк. конечно, нет.
какое-то Если- расстройство желудка, прошу прощения, Ничего. да? Надо Да, сразу могут идти к быть- врачу. Конечно, обязательно нужно идти к врачу. Туберкулез выявляется 3 методами. Так. Первый метод – это флюорография. Каждый человек должен 1 раз в год проходить флюорографическое обследование в поликлинике по месту жительства. Это выявление туберкулеза у подростков и взрослых людей. Выявление туберкулеза у детей проводится методом иммунодиагностики. Дети от года до 8 лет они получают туберкулинодиагностику, а дети от 8 до 15 лет получают диаскин-тест. Это аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении. При наличии положительных проб у детей они дообследуются далее в противотуберкулезной службе. И третий метод выявления туберкулеза – это бактериоскопия. Исследование мокроты или другого какого-то материала на наличие микобактерий туберкулеза. Разница есть, взрослый заболевший, ребенок заболевший в этом вопросе? В вопросе лечения, заражения, есть ли какая-то разница? Допустим, дети до 3 лет, которые не ходят ни в дошкольные учреждения, никуда, они могут заболеть только у себя в семье, если есть кто-то близкий, больной туберкулезом. А если дети ходят в садик, в школу, то там могут быть и дети больные такие же. Они могут заразиться от своих сверстников. Но чаще всего заболевают там, где находятся группы людей. В школе, в садике, в рабочем коллективе. Если кто-то из коллег болеет и скрывает. Бывает такое, что пациенты скрывают свое заболевание и стараются это не плохо. афишировать. Это очень плохо. Почему-то в нашей республике принято все это скрывать, хотя мы, как врачи, мы не имеем права распространять эту врачебную тайну. Но когда приходит пациент с открытой формой туберкулеза, нам приходится обследовать всех людей, которые с ним контактировали. И не только, которые жили с ним в одной семье, но и тех, которые с ним работали в одном коллективе, соседей тех же. По площадке, допустим, в многоквартирных домах мы должны обследовать весь дом. Из-за одного случая? Из-за одного случая мы должны обследовать очень много людей. Но в основном пациенты скрывают, где они живут. Но это же не постыдно болеть, скажем так, по-простому. постыдная Зачем ее болезнь, скрывать? Не знаю, вот у нас в республике почему-то скрывают. Стигма так называемая. Вот тоже понимаете, одно люди из часто, множества. вы правы, неверно используют понятие носитель туберкулезной инфекции, закрытая форма туберкулеза, открытая форма туберкулеза. Вот расшифруйте это. Нужно ли всего этого бояться? И что тут это за понятие? Открытая форма, закрытая форма? Сейчас. Прошу. Носителями туберкулезной инфекции... Вот и какая форма из них наиболее опасна? Носителями туберкулезной инфекции является 1/3 населения. И это не говорит о том, что они все должны заболеть. Просто в какой-то определенный момент, когда организм дает сбой, человек может заболеть активной формой туберкулеза. А открытая форма туберкулеза – это когда человек активно выделяет микобактерии с кашлем, со слюной, с мокротой. И закрытая форма туберкулеза – это в основном туберкулез с малыми формами, и они не являются бактериовыделителями. В этом разница. В этом разница. А что или кого из этого всего бояться? Бояться Остерегаться? нужно, конечно, естественно, больных с открытой формой туберкулеза, которые они могут заражать в год до 20-25 человек, если не лечатся. А когда лечатся, они наблюдаются участковым фтизиатром, или фтизиатром по месту жительства, как сейчас говорят. И лечение проходит очень даже успешно. Но лечение пациента зависит не только от врача и от назначенных препаратов. Там еще должен пациент участвовать в этом лечении. Сам хотеть должен. Да, сам должен хотеть вылечиться. Да. Приверженность к лечению. Сейчас так модно говорить, что это приверженность к лечению. Ну а если, должна быть. Не дай Аллах, человек в семье один заболел, вот что делать в семье, что делать, как там огородить заболевшего от здоровых, скажем так, членов семьи? Во-первых, если человек заболел, он обращается в противотуберкулезное учреждение, там его госпитализируют, вначале его обследуют. Если у него открытая форма туберкулеза, это 100% госпитализация. А остальные члены семьи, они как контактные, обследуются также на наличие этого заболевания. Если они еще не заразились, то им проводится та же проба с диаскин-тестом,
и взрослым, и детям. И взрослым еще делают флюорографическое обследование, выясняют, есть ли у них на снимках изменения в легочной ткани или нету. И при необходимости назначают химиопрофилактику. А в семье как себя вести? А в семье, Членам семьи? ну вот членов семьи надо сначала обследовать, и потом это помещение, в котором находился этот пациент, мы же его изолируем, Да, он да, у нас да. госпитализирован Это в обязательно. стационар, да. А помещение, в котором находился пациент до госпитализации, это помещение должно обрабатываться. Есть, раньше были такие дезстанции, которые выезжали на дом и обрабатывали все. Но сейчас мы с помощью своих сотрудников проводим камерную обработку вещей пациентов и на месте, в квартирах, в домах объясняем жителям этого дома, как проводить текущую и заключительную дезинфекцию. Вы меня простите, а если заболевший не хочет ложиться в больницу, скажем по-простому? Да. Вот Ну, как вы тут поступаете? бывают такие случаи, когда пациенты... Есть такие случаи? Есть, бывают, да. Нередко бывают. Нам приходится прилагать усилия, чтобы объяснить этому пациенту, с какой целью мы хотим его госпитализировать. Мы прибегаем к помощи нашего психолога, который проводит беседы с такими пациентами. Иногда приходится и самого пациента, и его родственников вызывать на заседание врачебной комиссии, где мы обсуждаем лечение пациентов, назначаем режимы химиотерапии. И там объясняем всем, как это должно быть. У нас даже были случаи, когда мы привлекали участковых полицейских и даже вызывали через прокуратуру пациентов. Это целая операция Да, такая? да, такая операция была у нас. Как раз мы начали это делать в 2017 году, и у нас очень хорошие результаты лечения были у этих пациентов. А может, иногда так и нужно, если человек не понимает? Приходится. Приходится. Да, приходится. Понимаете, многие знают туберкулез только как заболевание легких. Вы сейчас поймете, почему я так говорю. В простонародье называют, чехотка называется. Но когда я готовился к этой программе, к этому разговору с вами, я узнал, что бывают и другие виды туберкулеза. Почек, кожи. Как это все проявляется? Как их обнаружить? Ну, И трудно ли их вылечить? Вот так, туберкулез кожи, туберкулез почек. Это как? да, Что щас это? есть, да, есть не только туберкулез легких, есть туберкулез костей, туберкулез периферических лимфатических узлов, туберкулез почек, туберкулез А глаз. мы относим только к одним легким. Да, ну потому что легкие, туберкулез легких, он опасен для окружающих, а остальные, когда он локализуется в других органах, он не так опасен, потому что вот почему. нету выделения микобактерий. Да. Вот почему. У нас есть 2 пациента с туберкулезом кожи. С туберкулезом глаз у нас был 1 пациент, но сейчас он излечен, чувствует себя хорошо. С туберкулезом почек у нас тоже их немного. Ну, больше всего у нас пациентов с нелегочной формой туберкулеза. Это туберкулез костей, в основном поражается позвоночник и крупные суставы, тазобедренный сустав, коленный сустав. И есть еще туберкулез периферических лимфоузлов. Ну, его можно увидеть визуально, нащупать. Все врачи, вот, я не знаю, вот на прием приходит, когда к врачу пациент, врачи некоторые начинают смотреть, там, шею щупать, под мышками смотреть. Это все мы проверяем наличие. Это обязательно? Ну, да. Желательно? Желательно. Просто мы живем как бы в мусульманском государстве и немножко... Ну, не принято у нас это, да, скажем. Но нужно. Но нужно. Я, например, щупаю всех пациентов. Если ко мне пришел на прием пациент, я смотрю, есть ли у него увеличенные лимфоузлы, нету ли. Тут стесняться нечего. Стесняться Врач и не больной. нужно, да. Что тут это отношения стесняться? между врачом и больным. Зарема, я буду прав, если скажу, исходя из нашего разговора, что туберкулез сегодня излечим. Причем практически на любой стадии. Да, туберкулез излечим, но если туберкулез выявляется в запущенной стадии, тогда мы прибегаем к хирургическому лечению. Допустим, тот же туберкулез почек, туберкулез позвоночника, туберкулез легких, запущенная форма, фиброзно-кавернозный туберкулез. Тут мы прибегаем к хирургическим методам лечения, там удаляется часть органа или весь орган. Есть пациенты, которым удаляли легкое, удаляли почку. На позвоночнике делают такие операции, как
спондилолистез. Но эти операции в нашей республике на позвоночнике операции не проводятся. Мы их направляем обычно в Санкт-Петербург. Для лечения обязателен стационар? Или есть какое-то амбулаторное лечение? Или такое... Нет такого? Ну, если у больного открытая форма туберкулеза, то стационар обязателен. Если форма туберкулеза малая или пациент не представляет опасности для окружающих, тогда мы можем пойти навстречу пациенту и лечить его в амбулаторных условиях, но под видеоконтролируемым лечением. Вы меня простите, что я хочу получить от вас подробные ответы на свои вопросы. Это чтобы наши телезрители знали, что, как, зачем и почему. И если спросить о вашем, скажем так, как в простонародье, диспансере, туберкулезном, прошу прощения, какие они будни вашего лечебного заведения? Как вы сегодня живете? Ну, к нам приходят пациенты, кроме функции республиканского центра фтизиопульмонологии, мы выполняем функцию городского тубдиспансера. И к нам, и город Грозный прикреплен к нашему тубдиспансеру. У нас есть участковые фтизиатры, которые консультируют этих данных пациентов. И мы обслуживаем также всю республику. На консультацию к нам приезжают со всей республики, со всех регионов. Но немножко про структуру нашего учреждения хотела бы сказать. Значит, Республиканский центр фтизиопульмонологии является головным учреждением противотуберкулезной службы Минздрава Чеченской Республики. И в его состав входят 5 противотуберкулезных диспансеров в районах и 9 противотуберкулезных кабинетов. Тоже в районах при... Это все у нас достаточно? Да, при районных больницах, да, этого достаточно. Наш стационар на 300 коек круглосуточного пребывания и 15 коек у нас дневной стационар. Они все заполнены? Ну, практически места? Да. Да, практически. Хватает? Ну, скажем, да, хватает. На 90-95% заполнены. И по отделениям хотелось бы сказать. У нас отделение на 80 коек для лечения больных с чувствительной формой туберкулеза, 50 коек для лечения больных с туберкулезом множественной лекарственной устойчивостью, 50 коек для лечения пациентов с широкой лекарственной устойчивостью, 40 коек дифференциально-диагностическое отделение, где лежат пациенты, которые поступают для дифференциальной диагностики заболеваний, легочных заболеваний, и 20 коек детское отделение, и 60 коек хирургическое отделение, в состав которого входит 6 реанимационных коек, которые мы открыли в октябре 2017 года. Это все есть, все достаточно, есть, да. Все для лечения у нас есть необходимое. Да. Волноваться незачем. Нет, не сказала я про диспансерное отделение. Диспансерное отделение взрослое и детское на 260 посещений в смену. У нас есть очень хорошая бактериологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики с 3 кабинетами: флюорографический, рентгенологический и кабинет компьютерной томографии. Внушительно. Эндоскопический кабинет. Сейчас мы планируем развернуть эндоскопическое отделение, где будут проходить обследования все наши пациенты. Вот. Есть физиотерапевтический кабинет, кабинет УЗИ-диагностики. Все есть? Все есть. А сколько лет самому младшему вашему пациенту и самому старшему? Ну можно вот, так сказать? Можно. Можно так спросить? Можно, прошу. да, конечно. Вот чем отличается лечение ребенка от взрослого? Я уже спрашивал, и все-таки еще раз подчеркните. Да, хорошо, сейчас. Значит, самому взрослому пациенту, которого я знаю, 90 лет. 90 лет? 90 лет бабулечка у нас была, да. И самому младшему 1 год и 2 месяца. У нас были раньше дети и помоложе, 7-месячные, 8-месячные были, но их было мало. Но в этом году у нас взят на учет ребенок, которому 1 год и 2 месяца. Как может 5-месячный, 7-месячный заболеть? Это по наследству, так сказать? Это не Или по наследству. Нет, болезнь по наследству не передается. Не передается? Нет. Слава Просто контакт в семье. Ага. Все-таки Вот из-за контакта в семье, да. Туберкулез у детей, как и другие инфекционные и неинфекционные заболевания, протекает немножко сложнее, чем у взрослых, потому что у детей несовершенная иммунная система. Но лечение они переносят лучше, противотуберкулезные препараты. Надо отметить, что эти противотуберкулезные препараты очень токсичные бывают, и пациенты переносят их не всегда хорошо. Но дети их переносят лучше, чем взрослые, и лечение у них, заживление идет быстрее, чем у взрослых.
Но длительность лечения туберкулеза зависит от лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам. И составляет она от 6 и до 24 месяцев. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный разговор. И у меня два таких вопроса напоследок, Зарем. Как не заболеть? Еще раз, чтобы наши телезрители это знали. Как не заболеть туберкулезом? Что нужно делать в первую очередь? Вести здоровый образ жизни. Раз еще. Исключить вредные привычки. Два еще. Пытаться исключить стрессы из своей жизни. Но это невозможно, конечно, но приходится. стараться нужно. Да, стараться нужно. Рациональное питание, закаливание организма. Стараться избегать скученных мест нахождения людей. Неизвестных мест, скажем Неизвестных, так. да. И если есть поблизости кашляющий человек, постараться отойти от него и соблюдать меры личной гигиены, мыть руки. Это самое главное. Это самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Низкий вам поклон за вашу работу. Спасибо вам Удачи. тоже. Всего хорошего. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный внештатный фтизиатр Минздрава Чеченской Республики, заместитель главного врача Республиканского центра фтизиопульмонологии Зарема Хайдарханова. И напоследок, дорогие друзья, обращайтесь к врачам, когда есть симптомы. Не надо рисковать. Тем более, что туберкулез уже не приговор. Он лечится на любых стадиях. Удачи вам. И не болейте. Будьте здоровы.